Здравствуйте. А у вас работа есть? Работы нет. Товарищ капитан, ваш земляк. Живой? Да, вроде дышит. Понятно. Эй, эй! Срочно вызывай скорую. Есть. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Как ваши дела? Спасибо, хорошо. Узнали? Да. У вас в больнице есть места? Здесь парень кыргыз Лежит на дороге. Мы хотели его отправить к вам. Хорошо, отправляйте его, место найдем. Спасибо вам. Не за что, мы ждем его. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Ну, рассказывайте, как ваши дела. Хорошо, спасибо. Полегчало? Угу. Ну, почему ты довел себя до истощения? Что случилось? Когда умер мой отец, мать через 3 года вышла замуж. И мне пришлось пойти в новую школу. И в этой школе я познакомился с Айзат. Ну что ж, до свидания. Будем учиться. Думаю, что все будет хорошо. Пойдем со мной. Пойдем со мной. Щука идет! Щука! Его Маратом зовут. Отец его умер, он сам Сакташа. А мать вышла замуж за богача Керима. Теперь он не будет учиться, будет пасти овец Керима. Дурак. Чего? Не говори так. Его отец погиб за правду от рук мафии. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Садитесь. Познакомьтесь, ребята. Это Марат Адилов. Теперь он будет учиться с вами.
Куда бы тебя посадить? Разрешите? Слушай. Сапаров перевелся в другую школу. Его теперь не будет. Садись. Ну что ж, Марат, эту девушку зовут Айзат. Иди садись рядом с ней. Тема сегодняшнего урока – что самое дорогое для меня в этой жизни. Тебя как зовут? Меня Джапар. Марат. Чего вы смеетесь? Мой папа говорит, что твой отец был хорошим человеком. А знаешь, папа собирается взять 1 000 000 сомов в кредит. Завтра он уже получит деньги и сразу покупает мельницу. С первой прибыли он купит мне телефон, iPhone 5. Зачем ему учиться, а? Ну зачем? Я не хочу, чтобы он стал чабаном. Что толку? Лучше пусть пасет овец, и то будет приносить пользу. Пусть получит образование. Он и так целыми днями сидит и читает. А я сказала, будет учиться. Ты что думаешь, получив образование, он министром станет? Овец твоих может пасти и после уроков. Я сказал, он будет пасти овец. Значит, будет. Заткнись, дурак. Ты что борзишь? Ты забыла, как я приютил вас, а? Ну что, ты не понимаешь меня? Я тебе говорю по-хорошему. А что тут понимать-то? Замолчи, замолчи. Не буду я молчать. Здесь судьба решается моего сына. Твой сын и ты у меня сидите на шее. Вот тебя! Вот тебя! Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Садитесь. А где Айзат? Иди, ее отца на 1 000 000 обокрали. Поэтому он сильно заболел. Да, несчастье какое. Иди, его отца партнеры кинули. На этой почве у него инсульт случился. Кредит в 1 000 000 сомов должна выплатить Айзат. Кто вам сказал такое? Мой отец? Все равно кредит придется платить. Так как отец и мать Айзат больны, а других родственников нет. Кредит должна выплатить Айзат. Ну все, хватит. Приступим к уроку. Тема сегодняшнего урока – что я должен этой жизни. Пишем. Что я должен этой жизни. Помогите! Помогите! Идиот! Скотина! Я ведь говорил тебе смотреть в оба! Иди сюда! Овца! Овца утонула! Эй, ты куда смотрел, а? Стой на месте! Иди сюда! Сволочь! Иди сюда, сюда иди! Стой на месте! А? Я тебе
Сколько раз говорил, стой! Ты что, не слышал меня, а? Вы с матерью у меня сидите на шее! Эй, это же деньги! Я тебе сколько раз говорил, а? Ты что, не слышал меня? Иди сюда! Да вы что? Сволочь такая! Лучше бы ты сдох, чем овца! Иди сюда! Ты слышишь меня? Да лучше бы ты сдох, чем этот баран! Овцы — это деньги! Я не виноват, она сама упала! Для чего я вас с матерью приютил, а? Чтобы вы меня разорили! Вы зажрались оба! Стой! Я сказал, стой! Ты скотина, стой! Ну еще приползешь ко мне! Стой, говорю! Стой! Стой! Пап, если бы ты был жив, разве я страдал бы так? Айзат! Айзат! Марат, что случилось? Что с твоим лицом? Ничего. Айзат, мне надо срочно уехать. Куда ты уедешь? Зачем? В город. Что ты там будешь делать? Надо. А когда? Прямо сейчас. Почему? Почему ты хочешь уехать? Я не хочу жить с отчимом. Короче, мне надо уехать. А как же? Как же я? Что будет со мной? Ты не бойся. Я буду работать в городе. Я сделаю все, чтобы выплатить твой долг. Прощай. Марат! 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 Сегодня только 20-ки. Ну что ж, и на том спасибо. Здравствуйте. Здорово. Вы не видели тут слепого певца? Ну, не знаю, по-моему, сюда пошел. Туда? Да, наверное. Здравствуйте. Привет. С аккордеоном слепого не видели? Не знаю, где-то здесь.
В свое время я тоже занимался бизнесом. Дела шли хорошо. Денег много. Каждый день пьянка, гулянки с девочками. Однажды встретил молодую, красивую девушку. Бросил все. Дом, бизнес, детей. Она забеременела. Развелся с женой. Ну и женился на этой молодой. Ну а она хочет одеваться, гулять, красиво жить. Все делал для нее. Но деньги кончились. Жить стало труднее. Наверное, поэтому. Или, может быть, встретила молодого. Короче, мою красивую жену поймал с любовником. Здравствуйте. Здорово. С аккордеоном слепого не видели? Только что сюда пошел. А, туда? Да, да. Хорошо, спасибо. Вот так я и остался ни с чем. Отец! Пап! Пап! Отец! Сынок! 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 Пап! Сынок! Родной! Сынок! Пап! Неужели сынок? Пап! Сынок! Милый пап! Пап! Сынок, кровинушка! Кровинушка моя! Сынок! Пап, я только недавно узнал, что ты здесь. Я сейчас в Москве работаю. Услышав про тебя, сразу прилетел. Спасибо, сынок, спасибо. Поехали. Я тебя домой заберу. От меня никакой пользы. Ведь я ослеп. Кому я нужен? Пап, ты нам нужен. Ты же вырастил нас. Ты нам нужен. Теперь мы будем о тебе заботиться, пап. Спасибо, сынок. Как твоя мама? Хорошо. Она прислала меня за тобой. Ты правду говоришь? Правда. Она ждала все время тебя. Бедная моя. Мы с ней с самого детства. Сколько мы натерпелись вместе. Какой я идиот. Вот, живу и работаю в Москве. Это хорошо, сынок. Приехал, отремонтировал дом. Спасибо. 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 Дальше говори. Купил машину. Скоро вернусь в Москву. Молодец, сынок. А сколько лет вы уже в Москве? Около 5 лет. Спасибо. 5 лет? Скажите, пожалуйста, а сколько стоит дорога до Москвы? Ты хочешь работать в Москве? Зачем тебе это? Мне надо быстрее расплатиться с долгом Айзат. Поэтому я хочу в Москву. Мы с тобой будем работать и заработаем тебе на билет. Да нет, спасибо. Я тоже помогу с деньгами. Молодец. На билет. Мы с Айзат полюбили друг друга. Сейчас мы общаемся по телефону. Я приехал сюда ради нее.
иди сюда. Что такое? У этого парня отец тоже работал в органах, но его убили. Надо ему помочь. Пока я занимаюсь его документами, пусть он поживет у нас. Хорошо? Хорошо, пусть живет. Улан, Адина, Индира. Познакомьтесь, Марат. Некоторое время он погостит у нас. Прошу любить и жаловать. Хорошо? Да. Конечно, папа. Ты моя сладкая. Я пойду маме помогу. Иди помоги. Так, давай одевайся. Где остальные? Они уже там. А, уже убирают? Да. Знаете, где убирать? Возле Кремля. А у меня сейчас деловая встреча, где я 1 000 000 срублю. Потом я приду и проверю. Алло. Алло. Как дела, Таке? Хорошо. Короче, надо помочь одному нашему земляку. Понятно? Ваше слово закон. Устрой его на работу без всяких шапок. Понял меня? Хорошо, устроим. Вот, ментяра проклятый. 500 баксов шабашки лишил. Ну ничего, с другого вытащу. Подожди, вместе пойдем. Куда спешишь? Эй, чморик! Иди сюда. Вот, знакомься. Теперь вместе работать будем. Хапар. Научишь его всему. Как надо подметать, где надо убирать, понял? Вот, ну все, я пошел. Давай. Хорошо, понял. Ну что тебе объяснять? Здесь будем работать. Вот оттуда и до этого места. Наша территория. Алло? Здравствуй, милый, как дела? Оу, Джазик, здравствуй, моя цыпочка. Почему вчера сотка твоя была отключена? Я решал важные проблемы с важными персонами. В Кремле абсолютно нет времени. Скажи мне, пожалуйста, милый, когда мы встретимся? Как только, так сразу, дорогая. Когда? Когда? Сегодня? Если освобожусь, то сегодня. Если нет, то завтра. Но я обязательно позвоню. Хорошо, милый, до встречи. Жди, позвоню. Жди меня, жди, и я вернусь. Ах ты моя душечка. Алло. Как дела, котенок? Нормально. О, слушай, Айка. Куда вы пропали? Не пропадал. Я с важными людьми решаю важные проблемы. Я познакомилась с вашим земляком. С каким это таким земляком? Оказывается, вы работаете не в Кремле. Вы просто обыкновенный дворник. Зато я подметаю территорию Кремля. Что? Я говорю, что я стою на мосту над Кремлем, понимаешь? Вы же говорили, что не женаты. Оказывается, вы были женаты 3-4 раза. Да, это правильно. Я тренировался перед главной женитьбой. Что? Спортсмены ведь тоже тренируются перед Олимпийскими играми. И вот и я тренировался. Понимаешь ты меня или нет? Вот теперь точно женюсь. Тренируйся. Мне больше не звони. Ну и пошла вон дура. Оу! Иди сюда. Садись, отдыхай. Эй, знаешь, Марат, до тебя здесь парень работал, Алик его звали.
Хороший был парень. Недавно его беднягу убили. Кто его убил? Он шел домой с работы, а его ограбили и зарезали. Сволочи. Бедняга. У него 2 детей остались. Он здесь пахал. Не гулял, по клубам не шастал. Все до копейки отправлял домой. Посол Киргизстана в России господин Айдаров. И министр культуры Киргизской республики Болот Таштанович. Прошу. Как ваши успехи? Хорошо, все нормально, спасибо. Ну, пожалуйста. Уважаемый Алексей Иванович, позвольте передать вам официальное ходатайство кыргызского правительства о выделении помещения в Москве для открытия Кыргызского культурного центра, так как число кыргызов, живущих в России, достигло 1 миллион человек. Правительство Российской Федерации будет проинформировано. Спасибо. Это Айзат звонит. Алло, Айзат? Как дела, Марат? Ничего, потихонечку. Нашел работу? Да, нашел. Работаю. Как вы? Хорошо. А где ты работаешь? В Кремле. Кем? Помощник президента Российской Федерации. Дурачок. Шутка. Когда вернешься? Айзат. Сейчас я работаю. Но все Деньги ушли на прописку, на документы. Думаю, со следующего месяца буду высылать тебе деньги. У меня все нормально. Ладно, давай, пока. Делборс, я поговорила с Маратом. Алло, Айзат, я получил зарплату. И только что отправил тебе деньги. Сейчас смс-кой вышлю код. Иди в банк и получи 15 тысяч рублей. О, поздравляю с новой работой. Как дела? Да ничего, потихонечку. Работаем. У тебя все в порядке? Да, все нормально. А у меня все по-прежнему. Подметаем потихонечку. Угощайся. Это лично от меня. Спасибо. Нурик, что за парень? Ты мой друг. И давно вы дружите? Давно? Близкий друг? Да, близкий.
Привет. Марат, познакомься. Здравствуйте. Гуля. Марат. Очень приятно. Взаимно. Кто это? Шефа дочка. Гуля, Марат симпатичный, видный парень. И человек неплохой. Он всем нравится. Такие парни на дороге не валяются. Хороший парень. И мне он понравился. То, что у него нет отца и нет ни гроша за душой, это временно. Главное, он целеустремленный, и голова у него работает. Его нужно закадрить. Почему ты решаешь все за меня? Такие, как он, дефицит в наше время. Вы ищете крутых, богатых парней, а они живут за счет родителей и не знают цену деньгам. Обанкротятся родители, и они нищие. А такие, как Марат, сами строят свое счастье. Я не могу тебя понять. О чем ты говоришь? Понимаешь. Прекрасно понимаешь. Гуля, ты думаешь, я не замечаю, как ты смотришь на него последнее время? Ты жалеешь его? Хочешь, я помогу тебе? У него же есть девушка, Айзат. Ты пригласи его куда-нибудь, а остальное я беру на себя. Пойдем туда. Алло, Марат? Айзат, здравствуй. Здравствуйте. Я звоню тебе из Москвы. Я сестра Марата. А как Марат? У него все в порядке? Плохо. Что с ним? Он болеет. Бедняга с детства. Натерпелся многого, вот и подорвал себе здоровье. Наверняка ты слышала, Как тяжело здесь зарабатывать деньги. Айзат, дорогая. Я тебе не в матери, но в сестры точно гожусь. Я в жизни многое повидала. Видела твое фото. Ты очень красивая. Свято место пусто не бывает. Ты еще свое счастье найдешь. К тебе будут самые крутые женихи свататься. Ну что вы говорите, Эче? Ты любишь Марата? Люблю. Ну, если любишь, прости меня за откровенность. Тогда вот что. Оставь его в покое и не мучай его больше. Ведь ты не знаешь, в какой он ситуации и как ему тяжело. Поэтому ты не понимаешь. Айзат, сделай вот что. Смени свой номер. И не выходи с ним на связь. Ты поняла меня? Да. Ну, если поняла, прощай. Кредиторы не мучают. Нет. Они хотят простить нам долг. Они же тоже люди, понимают нас. Это хорошо. Дядя, вы не думайте об этом. Вам нельзя волноваться. Как же не волноваться? Если бы не болезнь, я бы этих гадов своими руками задушил бы. Ну все, хватит, не злись. Их за это Бог накажет. А где Айзат? Наверное, в спальне. Уже 2 дня плачет. Я даже не знаю, что случилось. Иди лучше, поговори с ней. Эй,
Что случилось? Ты чего плачешь? Ничего не случилось. Ну-ка, пойдем. Что случилось с тобой? Ничего не случилось. За долг переживаешь? Нет, я просто так. Может, тебе помощь нужна? Ты только скажи. Вы не сможете мне помочь. Это почему же я не смогу? Говори. Мне звонила из Москвы какая-то женщина и сказала, что сестра Марата. Запретила мне звонить Марату, потому что он сильно измучился. Сказала, чтобы я сменила номер и больше не выходила с ним на связь. Все, что не делается, все к лучшему. От твоего Марата никакого толку. Мы сделаем по-другому. Сейчас я позвоню. Алло? Как дела? Хорошо, хорошо. Ты где, на работе? Может, заедешь, часа на 2 чай попьем? Зовут ее Айзат. А это Азиз, хороший, крутой бизнесмен. Родители тоже хорошие. Недавно мы с ними познакомились. А, кстати, как твой бизнес? Слушай, Марат, ты сейчас молод. Еще много раз полюбишь. Айзат — это школьная любовь. Первая любовь — это трамплин к большой любви. Настоящая любовь впереди. Я не понял тебя, о чем ты? Я говорю о Гуле. Она ведь классная девочка. Заведи с ней дружбу. Родители ее в Москве встали на ноги. Женишься на ней, не прогадаешь. Гуля хорошая девушка, но я люблю Айзат. Короче, ты пойми меня. Какие могут быть чувства, когда жрать нечего? Какая любовь на голодный желудок? Сколько браков распадаются из-за бедности? Вот, к примеру, мне 24, но я боюсь жениться. Потому что жить негде. А года через 2 появятся дети. Как их кормить? Бедность можно побороть. Да можно, Марат. Но время-то летит. Ты думаешь, твоя Айзат будет тебя ждать? Чего, уже трубку не берет? А ты откуда знаешь? Да она загуляла с крутым ахташским бизнесменом. Что ты сказал? Заторчала с крутым бизнесменом по имени Азиз.
Жауындаған жашты кезім, жалбырттаған сезім, бұлттарды мені балып, көкті сызып өзім, көздеріңдің күлкі төгіп, ұшқындарын көріп, махаббаттың жазы сенің, жүректі Жауындаған жашты кезім, жалбырттаған сезім, бұлттарды мені балып, көкті сызып өзім, көздеріңдің күлкі төгіп, ұшқындарын көріп, махаббаттың жазы сенің, жүректі сездің бекен, сүйіну теңір беркен. Слушай, братан, хорошая новость. Это хорошо. Ты с завтрашнего дня работаешь барменом в ресторане. Это значит, пришел конец твоей дружбы с метлой. Теперь ты в шикарном ресторане будешь пиво разливать. Оклад 2000 баксов. Проживание. Питание бесплатно. Правда? Да ты просто везунчик. Поздравляю. Спасибо, братан, спасибо. Если зарплата $2000, значит соберешь деньги на одну комнатную в Бишкеке. Потом построишь дом, купишь такую же тачку, как у меня. Еще я смогу за 5 месяцев расплатиться с долгом Айзат, правильно? Дурак, теперь ее проблемы пускай решает Азиз. Тебя это не касается. Тебя устроили на работу в ресторан родители Гули. Потому что ты им понравился. Чем хуже Гуля твоей Айзат? Если хочешь знать, Гуля умница, красавица. Она уважает своих родителей, не разбалована их богатством. Будь на ее месте другая, не вылазила бы с клубов, попивая вино, затягивая сигареты. Марат, не упускай своего счастья. Завтра встречаемся в ресторане Кель-Кель в 9:00. Понял меня? Понял. Не слышу. Да понял. Если понял, без фокусов. Пойми, станешь миллионером, жена будет краше, чем твоя Айзат. Договорились? Заметано. Я позвоню твоему шефу и предупрежу его. Завтра в 8 иди и сдай свою метлу. И приходи в ресторан. Договорились? Договорились. Эй. Чё? Давай. Опа. Алло? Алло, привет. Ты не Знаешь, почему Айзат не снимает трубку? Я как раз к ней иду. Узнай, пожалуйста, и перезвони мне. Ага, хорошо. Алло, Такен, как дела? Отлично, дорогуша. Для тебя всегда отлично. Солнышко мое. Когда ты освободишься? Я позвоню тебе, как только освобожусь. Хорошо, дорогая? Отойди от машины. Оу!
Давай быстрее, Марат. Минуту. Алло? Почему не отвечала? Марат, мне звонили. Прошу тебя, не мучайся из-за меня. Я мучаюсь из-за любви К тебе, Айзат. Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю, Марат. Я не буду здесь работать. Марат, а как же Гуля? Тебе нравится Гуля? Нравится. Вот и женись на ней сам. Марат! Марат! Яху! Yes! Соседушка, есть кто дома? Иду. Здрасте. Да корова ваша отвязалась. Я ее и привязал. Вот пришел сказать вам. Спасибо большое. Не углядела. Отведайте хлеба. Такен звонит из Москвы? Да, созваниваемся. Ну и прекрасно. Значит, все хорошо. Скоро вернется. О, радость моя. А почему тебя вчера дома не было? А ты что, звонил? Ну я же работаю. Я тебе домой звонил, домой приходил, тебя дома не было. Ты на мобильный звони. Почему ты сам мне не звонишь? Я тоже работаю, между прочим. Между прочим, я работаю в Кремле. Ты же работал в другом месте. Я поменял свою работу. Сестра звонит. Кто тебе звонит? Сестра. Алло. Алло, как ты? У тебя все хорошо? Да. Все нормально, что ты орешь? Что случилось? Работаю я. Когда деньги вышлешь? Я зарплату не получил. Как получу, сразу отправлю. Давай быстрей, детям есть нечего. Или прикажешь воздухом кормить. Твоя сестра так кричит на тебя, у тебя проблемы? Да жена что-то говорит там. Ой. Жена? У тебя жена есть? Ну, подожди, ну, я все объясню. Это, да пошел Это ты. соседкина жена. Ой, сосед... Ой. И шаг отвязанный, чтоб ты сдох. Блин. Фу. Да пошла ты. Григорий Иванович, не болейте, хорошо будете видеть. Желательно недельку не снимайте очки. Доктор, спасибо вам большое. Знаете, вы отличный доктор. Послушайте, давайте мы снимем про вас прекрасную передачу. Большое спасибо. Но есть один человек, про которого можно снять передачу.
Дорогие телезрители, мы продолжаем нашу передачу «Дружба народов». И сейчас у нас в гостях молодой человек по имени Марат Адилов. Прошу. Скажите, пожалуйста, откуда вы приехали? Из Кыргызстана. Когда? Год тому назад. Так. Сколько денег вы выслали на родину в течение этого года? $6000. Родители? Нет, айзатки. Странно, почему? Да потому что ей кредит надо погашать, 1 миллион сомов. Это $20 000. Подождите. Она ведь школьница. Зачем ей такой большой кредит? И кто ей дал такой? Знаете, кредит брал ее отец. Его свои же партнеры обокрали. Впоследствии стресса он стал инвалидом. Так, и теперь, значит, она вынуждена оплачивать эти кредиты, да? Да. Но она не в состоянии. И вы пришли к ней на помощь? Да. Бросили школу? Нет, перевелся в заочную. И приехали в Москву на заработки? Да. А в институт поступить хотите? Хочу, но сначала нужно погасить кредит. Скажите, а как ваша семья, родители, братья, сестры смотрят вот на такие ваши поступки? Отец умер, мать больна, отец умер. Ой, извините, он болел? Нет, его убили местные наркобароны. Он был честным милиционером и боролся с преступностью. Печально. Значит, вашего отца убили, отца вашей одноклассницы, можно сказать, ограбили мошенники, и в результате он стал инвалидом. Выходит, что в вашей стране правят беззаконие и несправедливость. К сожалению, выходит так. А вы бы хотели бороться с этой несправедливостью? Да, и как только погашу кредит, я поступлю на юридический факультет МГУ. Вот видите, друзья, вот это настоящая любовь. Вот так любят молодые люди из Кыргызстана. Браво, браво, браво. Ради любви они готовы пожертвовать абсолютно всем. В конце нашей передачи я хочу обратиться к бизнесменам и вообще ко всем добрым людям. Давайте поможем этому молодому человеку расплатиться с кредитами, поступить в институт и как можно скорее начать бороться с несправедливостью и беззаконием. Всего доброго, до свидания, до новых встреч! Дорогие соотечественники, сегодня на нашем собрании присутствуют наши аксакалы, руководители общественных организаций, активисты и представители кыргызской диаспоры города Москвы. Главная тема сегодня, я бы сказал, обсуждаемая тема. Это очень содержательная и трогательная история кыргызского джигита, которая была показана по центральному телевидению на канале ОРТ. Герой этой передачи находится среди нас. Это наш земляк Адилов Маратбек. Здравствуйте. Уважаемые сородичи, кто желает высказаться по поводу сегодняшней темы? Я думаю,
Я считаю, что целое поколение, которое родилось после приобретения независимости, не получило должного воспитания. К примеру, если только одну неделю не контролировать, не следить за ребенком в семье, он превращается в беспризорника. А у нас выросло целое поколение без государственной идеологии. Когда по интернету я увидел нашего земляка, я был рад, что растет по своим мыслям и поступкам достойный кыргызам человек. Желаю ему удачи, и пусть сам Бог поддержит его в желании учиться и стать юристом. Во-вторых, что такое воспитание? Это патриотизм, это любовь. Я бы хотел, чтобы то поколение, которое не видело воспитания за годы независимости, брало пример с тебя. Такой пример к подражанию я поддерживаю двумя руками. Мы должны все поддержать этого парня. Спасибо. Я согласен. Надо быть внимательным. Всего 20 лет назад в Москве проживало 1500 кыргызов, а на сегодняшний день уже проживает около 1 миллиона. А что тут особенного? Старательный, порядочный народ. Вот посмотри, какой молодой, обаятельный парень. За любовь все отдаст. Молодец. Кстати, в Москве киргизы открывают культурный центр. Вот меня на презентацию пригласили. Я много раз бывал в Кыргызстане. Какая замечательная страна. Особенно если Куль, незабываемые впечатления, незабываемые. А вы все революции сейчас совершаете. 2 президентов выгнали. Ох, и горячий народ вы, киргизы. Мне не до революции. Ну да, молодой человек, тебе не до политики, у тебя своих проблем хватает. А ты знаешь, почему я тебя пригласил? Не догадываюсь. Вчера видел тебя в телешоу, хочу вам помочь. Я перечислю тебе, вам, $20 000. Ой, огромное спасибо. Это большие деньги. Но $6 000 я уже нашел и отправил к Айзатке. 4000 она сама нашла. Там только остается $10 000. Я хочу помочь вам, всем молодым, влюбленным, так же, как ты. Не знаю, как вас отблагодарить. Думаю, что у вас будет еще возможность отблагодарить тех, кто любит так же, как любите вы. Молодец, желаю тебе счастья. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Ты, наверное, слышал про авиакомпанию «Кыргызстан». Я директор этой компании. Да, я слышал. Когда мы прочитали о тебе в интернете, коллектив авиакомпании был глубоко тронут твоей историей. И мы решили оказать тебе не только финансовую поддержку, но и предоставить бесплатный авиабилет по маршруту Москва-Бишкек. Уважаемые телезрители, если вы помните, на прошлой передаче мы здесь встречались с молодым парнем из Киргизии, который, чтобы спасти свою одноклассницу, бросил школу и приехал в Москву на заработки. На нашу передачу откликнулось довольно много людей из разных точек планеты. Так, Марат? Действительно. И что это за люди и откуда? Через интернет ко мне обратились несколько сотен человек, все готовые помочь. Из всех точек России, Кыргызстана, Казахстана, из Парижа, из Саудовской Аравии, из Израиля. Даже из Израиля! Какие вы молодцы! Спасибо вам всем! Спасибо! Да, действительно, большое спасибо вам всем. Да. И сколько денег они прислали? Около $300 000. О, так это почти 10 миллионов рублей. Такой молодой человек уже миллионер таким образом. 10 миллионов? 10 миллионов? 10 миллионов рублей? Это будет 15 миллионов сомов, дорогая. 15 миллионов сомов — это 3000 овец. Мы миллионеры! Мы миллионеры! Мы миллионеры, дорогая! Яй. Молодец, сынок! Молодец!
весь в меня, весь в меня. И каким образом вы собираетесь израсходовать эти средства? С помощью брата я хочу открыть бизнес, и уже в следующем году с Айзат собираемся поступить на юридический факультет МГУ. И будете вместе бороться с несправедливостью? Да. Браво! Браво! Скажите, а на ваш взгляд, сколько ваш бизнес будет вам приносить доходу в год? По нашим расчетам, где-то $500 000 в год. Если в год $500 000, то в 2 года это будет $1 000 000. Мы миллионеры, любовь моя, миллионеры! Уйди! Ай! Молодец, сынок! Молодец! 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 Ну и последний мой вопрос. А если вы узнаете, что кто-то попал в беду, вы захотите помочь этому человеку, как вам помогли сейчас вот эти люди? Вы знаете, мы уже об этом думали, и мы с Айзат решили, откроем благотворительный фонд. Вот именно эти слова, о, так это почти 10 миллионов рублей. Такой молодой человек уже миллионер таким образом. 10 миллионов, 10 миллионов, 10 миллионов рублей, это будет 15 миллионов сомов, дорогая. 15 миллионов сомов, это 3000 овец. Мы миллионеры, мы миллионеры. Мы миллионеры, дорогая! Яй. Молодец, сынок, молодец! Весь в меня, весь в меня. И какие... О, так это почти 10 миллионов рублей. Такой молодой человек уже миллионер таким образом. 10 миллионов, 10 миллионов, 10 миллионов рублей, это будет 15 миллионов сомов, дорогая. 15 миллионов сомов, это 3000 овец. Мы миллионеры, мы миллионеры. Мы миллионеры, дорогая. Яй. Молодец, сынок, молодец. Весь в меня, весь в меня. И каким образом вы собираетесь израсходовать эти средства? С помощью брата я хочу открыть бизнес, и уже в следующем году с Айзат собираемся поступить на юридический факультет МГУ. И будете вместе бороться с несправедливостью? Да. Браво! Браво! Скажите, а на ваш взгляд, сколько ваш бизнес будет вам приносить доходу в год? По нашим расчетам, где-то $500 000 в год. Если в год $500 000, то в 2 года это будет $1 000 000. Мы миллионеры, любовь моя, миллионеры! Уйди! Ай! Молодец, сынок, молодец! 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 Ну и последний мой вопрос. А если вы узнаете, что кто-то попал в беду, вы захотите помочь этому человеку, как вам помогли сейчас вот эти люди? Вы знаете, мы уже об этом думали, и мы с Айзат решили, откроем благотворительный фонд. Вот именно эти слова я хотел услышать от Марата. Спасибо. После трансляции передачи по каналу ОРТ материал распространился по всему интернету и наделал много шуму. Выходит, граждане Кыргызстана уезжают не только из-за экономического кризиса, а из-за беззакония и отсутствия справедливости. Мы опозорились на весь мир. Сагын Асылович.
Но это же просто мелочь. Это не мелочь. Несправедливость не бывает мелкой. Вопрос об отсутствии закона и справедливости уже обсуждает весь мир. Это позор для Кыргызстана. Своим равнодушием вы наносите огромный вред имиджу нашей страны. Давайте, тщательно разберитесь. Найдите тех, кто убил отца мальчика, кто ограбил отца девочки. Арестуйте, посадите. Пусть вернут деньги. И еще. Найдите в Москве этого парня и через средства массовой информации срочно дайте положительные материалы. Будет сделано, уважаемый президент. Тогда делать? Можешь деньги предложить? Вернуть деньги тестя, отдать долг отца? Попробуйте. Да. От денег отказался. Скотина. Не хочет по-человечески. Отправьте к отцу. Как? Он шага один не делает. Вокруг него всегда люди. Быстро позовите Ташбека. Сделаю. Здравствуй, Ташбек. Присаживайся. Ты, наверное, в курсе, что происходит? В курсе. Но если в курсе, его враг номер один ты. Я ему расскажу всю правду. Какую? Что тебя обманули? И думаешь, он простит тебе смерть отца? Вы подлецы. Обманули, что он любовник моей жены. Натравили меня. Я убил невинного человека. До сих пор не смыть его кровь. С тех пор не сплю по ночам. Сейчас уснешь навеки. Или Марат, или... Или ты меня убьешь. Чего ждешь? Если от этого тебе станет легче, убей! Твоя жизнь ничего не стоит. Тебе скоро конец. Убить тебя чепуха. Стоит мне нажать на курок, и тебе конец. Подумай о жене и детях. Хорошо подумай. Я подумал, у тебя остался яд. Я отправлю его к отцу. Уже приготовил. Возьми. Шеф, возьмите трубку. Я верил в тебя. Да, слушаю. А где вы сейчас? Ладно, пока. Будем на связи.
Шеф, давай выпьем по 50. Думаю, не откажешь? Наливай. До дна. Хочешь, спою? Пой. Это песня наших ребят, живущих в Москве. Сағынғанда бір келерсің, сарғайғанда бір келерсің, алатону көргені. Но некоторые больше никогда не увидят Алату. Что ты хочешь этим сказать? Сколько остается жить человеку, который выпил яд твоего производства? От 3 до 5 минут. Ты крепкий мужик, поэтому у нас есть еще время. Что ты мелешь? Я говорю, что прошло уже 3 минуты, как ты принял свой чудесный яд. Видишь? Ты это выпил с вином. Может, успеешь еще покаяться? Я тебе устроил хорошую смерть. Потому что ты уже минуту знаешь, что сдохнешь. Да? Алло, Марат! Алло, 1 минуту. Алло, да, слушаю. Это я, Ташбек! Ташбек! Прости меня за смерть отца! Я только что убил Карабаева! Карабаева? Я не хотел, чтобы ты пачкал свои руки кровью и разрушил свое будущее! Поэтому я отравил его! Я знаю! Я принес тебе много... Горе, я виноват перед тобой, чтобы хоть немного искупить свою вину. Я совершил это убийство. Марат! Прости меня. Это я убил твоего отца. Я был молод, горяч. Меня напоили, потом оклеветали мою жену, солгав, что она любовница твоего отца. Они меня обманули. Пойми меня. Я не виноват. Это они меня довели до этого. Товарищ генерал, может быть, Адилов заказал Карабаева? Ну и что молод, зато у него есть деньги. Надо его срочно арестовать и хорошенько обработать, чтобы он снова завтра в Москве не начал поливать грязью Кыргызстан. Красавица. Классно. Супер. Смотри, какой Девочки, плачь. а вот здесь вот как? Ровно? Гражданин Адилов? Да. Лейтенант Тохтоғожаев. Пройдемте с нами. А что случилось? В чем дело? Пройдемте. Подождите. Что случилось? Нет. Пройдемте. Подождите, давайте разберемся, что Подожди. случилось. Через час вернется. Сейчас, у нас же свадьба. Марат! Надеяться не стоит. Они могут засадить. Кстати,
Мне недавно звонили с молодежного движения. Интересовались нами. И что? Может, позвонить им и попросить помощи? Да, позвони. Конечно, они помогут. Алло, это Айзат, здравствуйте. Да-да, это я, Айзат. Я звоню насчет Марата. Помогите, пожалуйста. Были в милиции. Они говорят, что это указание с Белого дома. Что будем делать? Надо организовать митинг. Другого Правильно выхода говоришь, нет. Надо организовать. Вы сможете организовать молодежь? Конечно, они придут, все соберутся. Они соберутся? Вы точно уверены? Да, ну что все тогда? соберутся. Пойдем на площадь. Ну что, девушки, всем позвонили? Все готово, не Все переживай. придут? Мы стоим уже возле Белого дома. Слышал, что Марата Адилова арестовали? Да, молодежь собирается. Подходите скорее. Со всеми связались? Да, со всеми связалась. Он же гражданин России. Я уже звонила в посольство и на канал ОРТ. Я считаю, что надо вызвать и нашу прессу. Плакаты где? Плакаты готовы? Да, плакаты все Текст готовы. написали? Все написали? Текст написали, все у нас готово, не волнуйся. Пиши. Что писать? Вы объясните мне, пожалуйста. Пиши объяснительно. Я Как не знаю, было, где я только было, что с из кем Москвы ходил, вернулся, куда я не... ходил. Стоп! Ты мне голову не морочь. Чего ты мне мозги путаешь? Я тебе сказал, пиши. Алексей Иванович, можно? Да, проходи. Алексей Иванович, тут одно такое интересное событие. Молодой кыргызский парень, гастарбайтер, работает дворником в Москве. Его отца давно убили бандиты, отца его одноклассницы мошенники обокрали на 20 тысяч долларов. Ну и парень, чтобы выручить свою девушку, уезжает на заработки в Москву. Его приглашают журналисты с телеканала ОРТ. Ему поступает помощь из разных стран, в том числе из разных уголков России. Ну и молодой парень, окрыленный, уезжает к себе на родину в Кыргызстан. Расплачивается с кредитами, собирается жениться, и тут его закрывают, сажают в тюрьму. И за что? Подозрение в убийстве. Потому что в это самое время бандиты убивают главаря банды, которые убили когда-то отца этого молодого парня. А при чем тут молодой парень? В этом весь и вопрос, Алексей Иванович. Вот сейчас перед Белым домом Кыргызстана в Бишкеке проходит митинг в защиту молодежи, то есть в защиту влюбленных. Девушка стоит на пикете в свадебном платье, а парень-то в тюрьме. Жаль. Об этом сейчас многие СМИ России острые репортажи транслируют. Все дело в том, что этот парень является гражданином России. Да. Гражданином России. А что нового в отношениях России с Кыргызстаном? Парламент ратифицирует договор о военной базе. Да-да, я в курсе. Свободу, Марат! Нам политика не нужна! Да здравствуй, любовь! Не смешивайте любовь с политикой! Освободите Марата! Алло? Сакен Асылович. Здравствуйте, Алексей Иванович. Сакен Асылович, нам известно, что ваш парламент начал ратификацию договора военной базы. Да, Алексей Иванович. Сегодня данный вопрос обсуждается в нашем парламенте. Сакен Асылович, мне доложили, что ваши правоохранительные органы арестовали нашего российского гражданина, молодого парня, кыргыза. Да-да, мне тоже только что сообщили об этом. В СМИ муссируется информация, что в поддержку влюбленных пар Кыргызстана молодежь устроила акции протеста. Наверное, ваша революционная молодежь на этот раз намеревается организовывать переворот, революцию любви. Да,
У нас молодежь очень активная. В данный момент идет такая интересная, необычная акция. Я дал поручение соответствующим органам тщательно разобраться в этом и доложить мне. Все будет по закону. Сергей Анатольевич, не забудьте, что он гражданин Российской Федерации. Сергей Анатольевич, и это самое главное. Очень серьезный вопрос. Вопрос любви. Сергей Анатольевич, это не политика. Это любовь. Да, Алексей Иванович, любовь – это очень важный вопрос. Я бы даже сказал, международный, государственный. Очень важный вопрос. Да, Сергей Анатольевич. До свидания. Счастливо.